Власти Таджикистана обещали освободить 2 осужденных в Кыргызстане таджикистанцев. В Узбекистане задержано несколько таджикистанцев по подозрению в наркоторговле. Евросоюз полностью перечислил Украине 1 миллиард евро из нового пакета макрофинансовой помощи. Невзирая на угрозы Китая, Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Власти Таджикистана обещали освободить 2 осужденных в Кыргызстане таджикистанцев, которые в июне были этапированы из Баткена в Худжан для дальнейшего отбывания наказания на родине. Об этом сообщает Радио Зоди со ссылкой на родных осужденных. Абдуразык Абдукахоров и Аскар Юнусов Лилекским районным судом Баткенской области были приговорены к пожизненному заключению. Однако позже суд смягчил приговор к 20 годам лишения свободы. Их задержали после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года и признали виновными по статьям «Преступления против мира» и «Мародерство». В июне этого года Абдуразыка Абдукахорова и Аскара Юнусова этапировали в Худжан для дальнейшего отбывания наказания на родине. Сейчас они находятся в худжанском ИВС. По словам родных, уголовное дело Абдуразыка Абдукахорова и Аскара Юнусова расследуется Генеральной прокуратурой Таджикистана. Наргиз Джаборова, жена Абдуразыка Абдукахорова, сообщила, что 2 недели назад один из сотрудников Управления международных отношений и правовой пропаганды Генпрокуратуры Таджикистана сообщил ей, что Абдуразык и Аскар скоро выйдут на свободу. Близкие Абдуразыка Абдукахорова и Аскара Юнусова несколько раз встретились с ними в худжанском ИВС. Они чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья у них нет, сказала Наргиз Джаборова. Мы не ожидали, что Абдуразыка и Аскара переводят в Худжан. Власти на самом деле сделали все, чтобы им помочь. Надеемся, что в ближайшее время они вернутся домой. В рамках нескольких спецопераций по задержанию крупной партии опия и гашиша оперативники службы государственной безопасности Узбекистана арестовали граждан Таджикистана по подозрению в наркоторговле. Об этом сообщает подробно .уз. В ходе оперативного мероприятия в Баюцком районе Сырдарьинской области был остановлен и досмотрен автомобиль «Нексия», следовавший в направлении Бекабад-Гулистан. У пассажира 58-летнего гражданина Таджикистана находился 1 килограмм опия. Мужчина планировал перевезти наркотики в Казахстан. Еще один гражданин Таджикистана, проживающий в Фергане, вместе со своей гражданской супругой, выехав в Динаусский район Сурхардаринской области, где организовал ввоз контрабандным путем из Таджикистана 976 граммов опия и 994 граммов гашиша, приобретенных за $11 тысяч у таджикского наркоторговца. Они были задержаны в Маргелане при возвращении в город с наркотиками. В ходе оперативного мероприятия в Ташкентской области при реализации почти 2 килограммов гашиша был задержан житель Масчинского района Сагдийской области Таджикистана. Кроме этого, на посту ДПС Самарканд Мунтазам в Бахтачинском районе был остановлен и досмотрен автомобиль «Спарк». В салоне автомобиля находились 31-летний житель Ургутского района и его сообщник, проживающий в Акдаринском районе. При проверке стало известно, что они везли с собой 10 килограммов опия. Мужчины планировали реализовать данный товар, завезенный контрабандным путем из Таджикистана в Харемской области. В Сурхардаринской области сотрудники СГБ задержали 2 жителей Термейского района при сбытии более 2 килограммов опия за $40 тысяч. Выяснилось, что они приобрели зелье, завезенное из Таджикистана, за $28 тысяч у 33-летнего жителя Термеза, который также был задержан. В результате проведенных оперативных мероприятий в общей сложности было изъято из незаконного оборота 14 килограммов 734 грамма опия и 3 килограмма 923 грамма гашиша. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие. Евросоюз полностью перечислил Украине 1 миллиард евро из нового пакета макрофинансовой помощи. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России.
Миллиард евро укрепить Украину на решающем этапе, написала она в соцсети LinkedIn. О поступлении в Украину первых 500 миллионов евро из этого пакета накануне сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что еще 500 миллионов евро ожидаются 2 августа. По словам премьера, эти средства помогут финансировать первоочередных бюджетных нужд. Решение о предоставлении новой макрофинансовой помощи было принято Европарламентом и Советом ЕС 12 июля 2022 года. Она является первой частью исключительного пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро, объявленного в сообщении ЕК от 18 мая 2022 года и одобренного Европейским Советом. Этот миллиард евро дополняет поддержку, которую ЕС уже предоставил Украине в первом полугодии, в том числе экстренный кредит на 1,2 миллиарда евро. Таким образом, общий объем указанной Украине макрофинансовой помощи с начала войны достиг 2,2 миллиардов евро. Средства предоставляются Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Спикер парламента представителя США Нэнси Пелоси, невзирая на угрозы Китая, прилетела во вторник на Тайвань. Белый дом предупреждал, что Китай может ответить на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань военными провокациями. Китай пока объявил об учениях вокруг Тайваня. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Официально ее прибытие не анонсировалось. МИД КНР заявил решительный протест в связи с прилетом Пелоси. Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, цитирует заявление китайского МИДа «Российский Интерфакс». В тот момент, когда Пелоси только прилетела в Тайбэй, китайская пресса сообщила, что через пролив в сторону Тайваня летят китайские боевые самолеты. Затем военные через телевидение объявили, что в ближайшее время, уже начиная со вторника, проведут близ Тайваня серию неких операций. Еще чуть позже агентство Синьхуа уточнило, что это будет учение. Это первый визит на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия. Планы спикера посетить островное государство, которое Китай рассматривает как свою отколовшуюся территорию, вызвало негодование и угрозу со стороны Пекина, а также продемонстрировало явный раздор между Пелоси и президентом США Байденом, который неодобрительно высказался об этом визите.